зия избосыл бадзон, да куплым ялхала. Андрей, по Абхазии с аншлагом прошел гастрольный тур «Хара-Хару Райхабу», вторая часть. Как осуществлялся процесс обработки песен, да, отбора песен? Вот можно поподробнее, если возможно. Когда мы встретились с авторами проекта, с Эммой Ходжа, с Тимуром Кучебеля, у них, вот что касается первого проекта, у них уже были подобраны, в принципе, песни. В первом диске, в первом фильме там практически, хиты, можно сказать, это всем известные песни, и там долго выбирать не пришлось, они были. Вот, нам дали видеоархив с этими песнями нарезаны, и мы практически, там, не имея никаких нот, аранжировок и гармоний, мы сами все это снимали, копировали и уже придумывали новые аранжировки. А вы придали песням военных лет современный окрас, сумев совместить множество музыкальных стилей. Расскажите, пожалуйста, как вы работали? Чтобы все знали, в основном над аранжировками работали мы втроем, братья Марковлевцы и я. Вот мы все это создавалось здесь. Вот. И по жанру, да, мы постарались, понимая, что все это будет на одном диске. И изначально у них, у этих песен был такой бардовский оттенок, что ли, вот как-то все это под акустическую гитару, и мы пытались сделать разнообразный жанр, да, где-то рок, где-то поп, где-то, то есть какие-то классические элементы, то есть мы пытались все это внедрять, чтобы было интересно, не скучно. Во втором диске у нас, наверное, половина там диска, песни такие, не очень известные, которые знает узкий круг людей. И там вот тоже нам приходилось как-то придать им больше яркости, чтобы они больше заиграли на зрителя. Вот, и потому, наверное, второй диск в профессиональном плане, он как-то был сложнее. Там мы уже и применяли какие-то другие инструменты, искали какие-то народные. Вот, и потому второй для нас как-то вот серьезнее по работе. Певцы, которые участвовали в данном проекте в обоих частях, вот по какому принципу вы их отбирали? Если бы это был просто музыкальный диск, мы бы могли, то есть, выбрать, может быть, и других певцов. Но у нас была задача от режиссера, от Тимура, чтобы этот певец также мог быть и в кадре и выполнять там свою роль. Вот, потому мы, конечно, по своей какой-то, скажем так, базе данных, по знакомым певцам мы искали, приглашали, устраивали. Не всегда получалось, то есть бывало, что мы приглашали певца, пробовали, делали пробную запись и, не сходилось. И потом мы уже меняли. Но вот что касается там основных наших там певцов, там Валера Перзения, Георгий Кипискир, у нас там сразу все сходилось, и режиссер был доволен, и, в общем-то, результат вот налицо. Каждый из певцов проекта, насколько мне известно, работает по другому профилю, не музыкальному. Подскажите, пожалуйста, вот по итогам работы над проектом «Хара-Хару Райхабу» планируется ли более тщательная, более интенсивная работа в музыкальном направлении? Ребята, безусловно, талантливые, от них в восторге вся публика. В ходе этого проекта получилось так, что с некоторыми у нас уже какие-то складываются планы на дальнейшую работу. Это, можно даже сказать, сюрприз. Это уже в течение года, я думаю, мы увидим какие-то результаты. А как музыкальный коллектив воспринял гастрольный тур? И для меня и для ребят это, во-первых, опыт большой, такого рода поездки, концерты. Это, можно сказать, так впервые именно с такими песнями, чтобы вот поездили по городам. Правда, жаль, что не по всем, но технически там, где было возможно, мы это сделали. Вот, впечатления наилучшие, ребята очень довольны, и даже вот мы созванивались на днях все и говорили о том, что не хватает этого и хотелось бы продолжения. Мы думали о третьем проекте, но мы его видим уже чуть по-другому, может быть, другой подход, какие-то другие аранжировки, может быть, больше национального какого-то колорита, какой-то этнический такой уклон, но мы думаем о третьем, и опять же, вот как мы решим все со спонсорами, с авторами.
Вот я думаю, что компания Аквафон поддержит. С Аквафоном работать нам очень удобно. Для нас очень важно, что у нас полная свобода, то есть мы в свободном плавании, и это, конечно, больше всего нас подкупает. 我最羡慕最，我最羡慕最，一岁呀手一盒子。 Что для вас лично значит проект Харахару Рейхаба? У нас как-то в проекте так сложилось, что все, кто принимали участие, это все те люди, которых так или иначе коснулась война. И потому вот мы как-то это все с душой, с каким-то переживанием все это создавали. А в профессиональном плане, конечно, это опыт большой, просто огромный опыт. Во-первых, работа со многими людьми новыми, вот, плюс работа с кино и также в музыке. То есть мы создали много аранжировок, которые за время создания мы узнали много нового. То есть иногда нам приходилось записывать просто какие-то нелепые такие инструменты. Например, там, где поет Эрик Микая, дыкская песня, не могли подобрать барабан, и мы поставили, то есть 2 микрофона вот так, я бил в груди, и мы создали вот такое вот интересное звучание, которое там слышно. Вот. Плюс там еще много всего. Проект доказал, что военно-патриотическая тематика может быть интересна для молодежи. Что было источником успеха? Прям со сцены было видно, как дети, маленькие школьники стояли и подпевали с нами песни. Там не припевы, а прям куплеты, то есть они знают слова. И это говорит о многом, это говорит о том, что, видимо, то есть наша вот история и все это, оно живет, и это должно жить. Kız